Мы сегодня в гостях у известного керамиста, гончара Эльдара Гусенова. Сейчас будем варить кофе. Он нам расскажет про свой секрет, как сварить кофе на углях. Обещал поделиться секретом. Вот такой двор. Смотрите, какой ухоженный. Все посажено. Персик. Персик уже отцвел. Вот много молодых деревьев. Яблони. В общем, вот такой сад. Этим делом я занимаюсь абсолютно нечасто, но я так понимаю, что надо к этому готовиться. Не, слушай, это же получается, вот сейчас у тебя мастерская, сейчас люди захотят приехать, будут говорить, а где же адрес, где же находится это райское место? Да. А райское место без кофе, оно же невозможно. Современные технологии. Но если бы ты сейчас этими искрами добывал бы огонь. Фиг вам называется эта конструкция. Больше похоже на пионерский костюм. Вы рано уходите, мы же будем варить с вами. Я знаю. Я просто хотел более широкий план взять. Или на углях. Не-не, а ты как будешь варить? Вообще, на костре, на углях. Вообще, когда я вижу огонь и не вижу джезве, честно говоря, я пока не знаю, что пока теряюсь, пока теряюсь, да. Кофе, да? Скажем так, интрига до последнего сохраняется. Надежда. Не, мы никакой шашлык на кофе не променяем. Ты смотри, ты на нас не смотри. Попахивает уже промышленным вариантом. Так. А вот теперь вопрос есть, Ильдар. Смотри. Как понять, вот сколько нужно вот сюда положить кофе, вот на такой объем? На такой объем очень простой ответ. Вот. Я ученик Музмузахая, кто не смотрит. Блин, я же забыл, что ты подписан. Да, кто не смотрит, мы просим поставить лайки и подписаться на канал Путь Кофе. Так. Смотрите, берем, выбираем нашу чашечку и просто отмеряем, сколько чашечек влазит, и все. Хотел поймать, не получилось. Раз. Ну, считать будем долго тут. Два. Иди. Но вообще большой объем, да? Ну, Рифатага сказал 850. Вот такая вот ручка, видите, длинная ручка. Она позволяет в костер поставить джезве. 5. Так, нас раз, два, три, 4. Ты ставь там по максимуму. А, туда не надо, там опасно. Айдарага, там нельзя ни в коем случае. Сюда. Да. Там ни в коем случае нельзя. Чуть заслуженного художника не потеряли. Я представляю, это новость. Да. Так, 5 есть? Так, 5 есть. Раз. Подожди, здесь все? Ну да, хватит, я думаю. Ага, я буду не вижу. Хорошо встречаешь. 2. Тут, наверное, 3. Так. Так, 5, 3, 8. У нас раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Короче, еще 3 сделаем, нормально будет. А как ты их одновременно поставишь? Да. Вот. Это вопросы с объемами решаются очень просто. 3. Вот, вообще в Вот идеале... еще одну бахнуть можно. Я думаю, пока хватит, чтобы лучше сварим. Да. В идеале, как повествует Дилаверага, нужно взвешивать. Я с этим согласен однозначно. Я глину также взвешиваю, чтобы сделать одинаковые эти пиалочки или как. Короче, весов нет, да? Но весы я куда-то дел. Куда-то поехал варить кофе и весы, походу, там оставил. Ну ничего, мы в этот раз сделаем на глаз. Где он оставил весы? Это ты выясни, смотри. Что-то очень подозрительно. Так, открываем наш кофе. Так. Харе. Это что за кофе получается? Это вот Бразилия, Евпаторийская да? кофеобжарочная компания. Бразилия Маджана. Сейчас мы будем в Бразилии. Так, Алиме. Да, что тут говорить? Да, держи. Вот. Кофе вот такие фирменные курабье. Традиционные песочные печенье. Тоже Джавалев. Да. Десерт, можно сказать. Да. Полноценный десерт. Так, в общем, пропорция что получается? Так, пропорцию мы, короче, высчитали. Теперь будем делать просто на глаз, потому что потеряли весы. А вообще 10 грамм на 100 миллиграмм, правильно? Миллилитр. Миллилитр. 100 миллиграмм, это говорят другие люди. 2.
Королевские Королевские. Что там, японский унитаз стоит, что ли? Что-то вы меня заинтересовали. Так, сколько? 4? Да. 4. 5. Еще сколько? 5? Ну, здесь 5 было же. Да. Да? Всё? Хватит 5, да? Все, хватит, нормально. Раз. Наши бабушки как-то вот справлялись без весов. Мы тоже сейчас попробуем Ты без тоже весов начинаешь, вот мне справиться. хейтеры так пишут. Да? Не, ну это правда. Не, там- ну реально, они что, еле взвешивали. Да. Когда ты кофе занимаешься, Лявер сразу рефлексировать начинает. Сразу хорошо. Автоматом. Не, но ты тогда, слушай, в театре он такой уникальный снимок сделал. Машалла, слушай. В театре? Ну, Цареву, когда Трасина, помнишь, поздравляли. Молодец, Сау. ладно. Уникальный снимок? Да нет, нормально. Снял так нормально. Так, он профессионал высокого Да уровня. нет. Я стараюсь. Так, как теперь это- все это перемешиваем. Надо было, конечно, изначально насыпать кофе, но Не, учитывая, если то, объем неизвестен, то но лучше. учитывая то, что это джезве появилось у меня только вчера, вот Рифат Ничего специально себе. подготовил, да, я его попросил, чтобы он подготовил специально уже на нашу встречу. И уже все, кто приедет к нам в гости, будут пить кофе именно из вот таких джезве, которые будем применять, вот, чтобы варить кофе Так, на и вот углях. так, смотрите, что получается. Рустам Агал, Я здесь. вы хотите Что ты делаешь? Огонь горит, по душе огонь. принять участие? Хотите? Нам нужны 2 добровольца. Что делать надо? Кофе варить на этом, на углях. О, вот это наши люди. Передаем. Давай, надо фото сделать. Давайте, мы сейчас еще подготовим. Вот Рустам Агал. А ты этот угли разравнивать не будешь? Сейчас разровняем. Айдарага, проходите. Лейла. Здесь? Внимание. Чтобы люди сзади... Нужны люди сзади? Нет, никто не Это нужен. можно убрать потом. А, все, тогда вот так. Людей сзади уберем. Никто не нужен. Да, слушай, сейчас мы это самое. Сейчас будем это шевелить кофе. Давайте шевелим. Да. У кого будет самый вкусный кофе, получает 50 тысяч рублей. А здесь что посеять? Заметьте, не мы это предложили. Председатель жюри. Это вообще уникальная история. Я купил сыну этот горох. Было. Хотел сделать из него бизнесмена. А подождите, а можно вот так вот 3 соединить? Да. И не чокаться по привычке. Просто стоять. Подожди, большую надо посередине. Чуть-чуть ближе. Все, вот сюда подходим и аккуратно. Все, вот так сфоткались. вот. Сейчас мы... Селям алейкум, хош Будете в келдин. разной цветовой проекции, вы будете в разной цветовой проекции. Давайте. Лучше сюда зайдите. Вот так. С этой стороны, потому что на солнце и так это будет не очень хорошо. Отсюда давай. Слушай, нас интересно. Как вы сюда добрались? Салам алейкум. Мне вчера говорят, Ляша, мне вчера говорят, бақтың программа. Юлия олар Ташкентте, қайда селяма? Зарима, сенің Ташкентте деді Не. Yok mu? Да, нет, еще рано. Еще рано, да? Еще рано. Yaxshi ekan. Сенен біз танышмыз. Отлично. Тут Селям алейкум. Хош келдіңіз. Селям алейкум. Машалла. Сау болыңыз, келгеніңіз үшін. Лейла, дай. Тут самое главное джезве сфоткать. Люди не так важны, правильно? Да. Все, поддерживаю. Точно. Лявер, должен следить за процессом. Не, какой следить? Я, честно говоря, в такой посуде не готовлю обычно. Дорога. Сейчас. Это кто автор? Это Рифат Куртвили. Не, его надо в идеале вот так подсыпать углем. Да. А, вот так, да. Да, это же не этот, не шашлык. Слушай, а вот это убрать надо, да? Брать, да, ложку. Да. Ложка еще понадобится. В идеале вот так, да, нужно чуть-чуть. Вот реально бортики высокие. Сейчас вот так Высокие, закопать бы да. его. Это мы пониже сделаем. Его вот сейчас... Болгарка есть? Сейчас сделаем. Что это проблема?
О, смотрите, он уже нагревается. О, Зарема. Зарема, selam. Как это волчек такой? Алимага, я понял, надо почаще приглашать вас. Да. Я один секрет, я испытаю сам, да, потом тебе расскажу. Один секрет у меня есть, я потом тебе расскажу. С кофем связан? С кофе. Сейчас расскажите. Нет, потому что я должен сам попробовать. Все понял. Хорошо. Как попробую, так скажу. Хорошо. Это знаешь, к чему я говорю? Мы же с молоком, со сливками привыкли, а это вот как бы, короче, потом расскажу. Что, сливок нет, что ли? Расскажу потом. Верблюжьи сливки. Вот по идее, вот его надо вот так раз и закопать в уголь. Давайте, это хорошая идея. Вот у него ножка Давай вообще. туда, Если ручку одна туда штука, сделай. тогда да. Здесь Эльдар, три анда, я, вот. Рамазан, ручку туда сделай. Не, у него не поместится. Нормально? И он уже сейчас подымется, все, уже готов кофе. Вот, смотрите, он поднимается. Вот здесь человек нужен. Альме, перехватите, пожалуйста, я сейчас, чтобы я снимал. Он сейчас уже подниматься будет. Не, там его тут мага-то мало, его поднять надо будет. Все, вот. Не, все, не мешайте. Наоборот, аккуратно. Да, еще раз на уголь. Все, готов. Разливать. Он готов, и все. Разливать кто? Это вы сейчас по-судакски уже начали готовить. Кто там? Для стопки? Да. Сейчас я разолью. Да. Вот длинная ручка неудобно разливать, контроля мало. Поэтому вот А это здесь... доварите, пожалуйста. Заварю, да. А мне эту ложечку дадите? Зачем без ложки давай? Профессионалы без ложки наливают. Я же не профессионал. Да, шутка была. Уже с пеплом. Классно. С пеплом, класс, так и должно быть. И здесь тоже. Это чуть-чуть зала. Это там в кофе незаметно же было? Может, новый этот выйдет. Так, тут у нас же 3, да? Там 3, да. Ну-ка. Не, высоко не поднимай. А что он так льет? Нормально. Вот. Ага. Зарема Аптем. Сахтол, он не горячий? Ну как горячий? Нет, сейчас. Не скудеет. Иншаллах. Ага, вот этот вот бортик, видишь, он пепел. Алимагам. Алимага. Там коньяк немножко, Алимага. Вы же за рулем приехали? Чуть-чуть. Никаких рулей. Вы как чувствовали, Алимага? Нормально. Пенку положи. Вот я как вы заметили это? Отдай. Да, что такое? Непорядок. Это специальное место для дыхания. Я уже налил. А, дорогая, вы верблюжье молоко налили уже? Верблюжье? Вот? Это верблюжье? Да. Тогда капни, пожалуйста. Это с Сифтаров осталось, Саудовской Аравии? Я думала, это он меня сделал навигатор. Они мне успевают. Сколько еще кофе надо? Поднимите, пожалуйста, руку. Айдарага, Рустамага. Нет, сколько кофе считаю? Сколько нужно? Большой, маленький заряжать? Сейчас попробовали, сейчас еще будем пить. Меня не считай, я уже взял их, да. Да. Это знаменитый бесконтактный метод мойки джизви. Мне сказали, что вот эта штука от кофе, она положительно влияет на малину. Я вот, видите, малину поливаю. Она и на лицо положительно На влияет? лицо, ну, на лицо как бы это еще не дорос до этого уровня. Но... Подожди, ты рано отказываешься. Чем больше фокусное расстояние, тем дольше жизнь.
Это же телескоп. Я ничего не фотографирую. Здесь зеркало самое главное. Ну как не так? Смотрите, этой штуке 73 года. В том году познакомился с родственником. Они говорят, показывают мне вот такую фотографию, это говорит, твой дедушка рисовал ковры, оказывается, это ковер, оказывается. На стену ковры вот такие. И он продавал их. Что это такое? Это дедушка рисовал мой. Слушай, ну у тебя талантливый дедушка. Больше никому не показывай, да. У тебя Это Ламут же говорил, Лебедин, 9 вал. Да. И вот Какой кич? они каким это Кич такой, да. он подарил это родной своей сестре. Вот я поехал в гости к родственникам, и они говорят, держи это подарок тебе. Я говорю, вот это да. Посмотрите, лен. Классная вещь. Сколько лет? 73 года ему. Ого. Это, знаете, ребята, когда-то в детстве, в какой дом не зайдешь, у всех то ли лебедь, то ли это, Олень, то в ли основном. олень какой-нибудь коричневый, Олень, или же да, я пейзаж помню, такой. Даишка вот знаком, не знаком он, а Рамазан Ага слышал. Он, оказывается, учился у... Как вашу учительницу звали? Где? В школе художественной. Антон Васильевна Ларина. Вот, Ларин, он тоже у Ларина учился. Кто это? Ильяс, Даишка мой. Он был младший, по-моему, а вы старше. И он о вас наслышан был, о вас рассказывает. Ну, Мне. Рамазан, легенда. Но он говорит, меня, говорит, не знает, наверное, Рамазан меня, говорит, не знает. Все- Я ему говорю, да и на всякий случай говорю, нарисуйте что-нибудь просто мне на память. Он, рисует вообще. Я думал, это ты рисовал. Нет. Это, по-моему, Говори, это что вас. ты рисовал. Это кукошевская птица. Слушай, а он хорошо нарисовал. Я думал, это Ильдар на меня написал. Это Эй, куда? Давайте теперь. Продано. Вот так делаем. Все, придется купить. Все, никуда. Вот так делаются истории шедевров, да? А что-то говорили, украли, облили, а тут 5000 точно шаги по истории. Сколько шаг? Ребят, Невероятно, последний раз на его нога в Заодно я 44 себя году увидела. наступала. Ой, блин, да. Все быстро сворачиваем. Ваша нога теперь историческая. Пенсионеров много. Не, ну надо оценить цена одного Шага. шага по картине. Сюжет новой картины. Переместились в помещение. Еще 2-3 часа мы до Глины доберемся. Не, ну по памяти это будет уже другое. Но все равно, свое добавишь и все. Вот этот цвет круто получился, да, фиолетовый? Там Немножко надо ее... Так, наверное, мы уже кофе выпили, наверное, убирать нужно, да? Это потом поставим. Ну все, показал сладкое, можно убирать. Сладкое посмотрели все? Убираем тогда. Как это называется? Что-то смешное. Вот, не знаешь, когда момент действия искусства, вот, например, как, не инсталляция, Вообще а не еще знаю. слово это я Вообще забыла. не знаю, не помню. Как называется? Контекст какой? Что происходит? Контекст, Могу вот, заметить. например, вот сейчас он прошел по картине. Это перформанс называется. Перформанс. Вот это слово Обращаюсь. я каждый раз забываю. Если по культурным вопросам обращаться. Я не знаю, Ханч Поттер. Покажи, что это такое, да. Ну, в итоге показал. Кое-что подарил, да. Вот эти фотографии, они действительно изумительные. Я даже не знаю. Я обрежу это. На матрицу ложится полная информация, а вам показывают, сколько моноходы. А вот, например, на... И я в Lightroom закидываю, у него значит все черно-белые экраны. Нет, ты сам скажи, сколько нужно. Оба. Не, я не знаю, у кого какая задумка. Я сделал покрупнее просто, а вы нарежьте столько, сколько вам нужно. Да, я понял. Да, вы можете взять целиком, если вам нужно целое. Много.
Так, подожди, где это? Да. Вот я петлю, да. Это ваш. Да. Чем вы это? Лучше деревом. Лучше Вот деревом так. аккуратно обрежьте, чтобы... А как ровно? Вот так, Рамазан. А, вам надо линейку? Рамазан, вот так. Когда режете, не дышите просто и все. Или просто на глаз? Да, на глаз делайте, это же... Да, вот это можно кому-то подарить. Ага, испортили, да, и отдаете. Сейчас я... Вот это ненужное. Мята и себе берите, давайте, я Айдара, вот... вот он. Почему? Я рельеф вообще... Сейчас мы уважаю, нарежем. люблю. Какой кусок нужен? Ильдар, ты скажи вообще, что делает вообще? Я сам не знаю. А, я понял. Все понял. Надо было сразу сказать. Художники сказали, мы будем... Просто так уверенно режет, я поэтому этот, ну, Можно и Я сами. не знаю, нам еще глину не дали. Я буду делать мерзкие таблички. Опытная рука уже начала стучать по инструменту. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, Айдарага, вам сколько кусков и каких, чтобы я понимал, сколько на стол? Смотри, вот это можно забрать, а это я в работу пущу. Все, 3 в работу. А вот это можно я заберу? Да, возьму. Отлично. а 3 в работу, это что значит? Можно узнать? В какую В работу? работу они будут делать... Ну, если мало будет, Это была ошибка. это... Как я взял? Да, она растягивается, желательно брать его целиком. Это же не Иначе холст. растягивается, может Да, поломаться. если мало будет, ой, да, будет еще. А я думал просто объем слепить. Нет? А, все. Не, просто если объем, я дам отдельный шамот, и можно слепить. Да? Вам? Вы тоже объем. Окей. Турнетки нужны? Турнетки. Ну, он сказал, Сейчас дам, сейчас дам. что-нибудь подумаю насчет плоскости. Подумаю. На плоскости. Да, да. А если, допустим, вот не художник, там что делается в этом? Вот, нет, вот в этом-то, смотри, вот что тебе в душе хочется, да? Объем, плоскость или синтезировать там это. Вот свобода. Керамика позволяет Это вам? свободно работать. Керамика. Это единственный вид искусства, где не жалко. Опять можно превратить опять плоскость в объем, там все. То есть он позволяет любые капризы. Единственное, там надо учитывать, что если объемная штука, тогда надо одинаковую немножко толщину брать. Не допускать где-то масса большая, а где-то тоньше. Тогда он может треснуть при обжиге. А так это самое. Вот именно на фантазию, вот этот вид, Так, он вот очень такой кусок кому есть, кому-то нужен? демократичный и очень свободный вид искусства. Это Кегенсон. Кегенсон. Я вам скажу, шамот – это самая благородная, да, самая благородная глина, которая терпит, даже если вы неправильно его в печь вложили, он очень редко, когда взрывается, трескается, он очень такой хороший материал. Это терпеливый. Очень благородный, терпеливый. Мы его когда лепили, да, мы когда вот лепили, да, с него, мы могли вот сегодня вылепить и ночью поставить в обжиг, керамистов просили, а завтра на просмотр выставить. Ну, нормально. Вообще гениально. Вот это тоже можно вырезать из земли, то есть из этого. Рисунок? Но я не хочу делать орнамент, все делают орнамент. А что вы хотите? Я сюжет хотела какой-то. Сюжет? Да. А сюжет это же цепь событий? Или только в одном можно сюжет? На одной плоскости попробую, ну не знаю, если как получится. Садитесь на мое место, там Твое? получится поработать, да, потому что на всех не хватит. Да? Идем, садитесь. Сюда сесть. Куда ты умел свои кудряшки? Для чего? А это твое? Вот это вам. Давай. Садитесь, вот вам большой формат. Блин, я вам забыл. Вы чуть пристаньте, я вам подвину стул. А, вот сюда сейчас тоже надо будет посидеть. Рустем Ага, Что нам? мы с вами сейчас отдельно сделаем класс? Да. На станке. Хорошо, давай пошли. Да? Сейчас я Ты только... его сейчас нарезаешь, да? Я буду крутить. А, ты из куска делаешь его? Это станок специально, У него я здесь приобрел, чтобы делать вот такие вещи. Это чебуреки, да, на них делают? Да. На нем можно делать, что хочешь. А он это алюминий, да? Ух ты, есть только толщина стоит, ты взял. Не, это смотрите, мы сейчас вот так сделаем. Вот у нас есть один, и мы сюда будем добавлять вот эту штуку. А ты ее покупаешь, да, эту глину? Да. Я ее купил, положил, она пересохла. Потом я ее всю опять
ее разрезать огромная проблема, она же шамотная. Шамот — это значит, внутри есть обожженный черепок, размельченный. Это очень классная глина именно для вот таких фактурных всяких вещей. Вот, и с нее она вообще, если ее обжечь на 1250 градусов, ее можно постоянно на улице, чтобы она и зимой, и летом находилась. Опять же здесь. Ну а что у вас жизнь сейчас? Я фрунт сделал. Зачем? А потом мы сделаем тесто, запечем. Это на улице будем лепить с вами. Не, маленький фрунчик. Это крутить? Не, надо же поднять сначала. Смотрите, мы, например, делаем 4 сантиметра. Первичная прокатка, да? Все, Рустамова, давайте. От винта. Не, это от винта, надо на винта. Вот. Медленно, плавно, чтобы не было остановок. Вообще не останавливается? Да, вот так ровно. Когда он останавливает, он оставляет. Назад крутить? Давайте назад. Да нет, чуть-чуть просто. Отлично. Капитаном чувствуете себя? Да. Так, смотрите. Я, говорит, здесь Какого крейсера? все мели знаю, говорит, на этой реке, говорит. Раз бабахнулся Установа, корабль поехали. в мели, говорит, это первое. Это фильм «Волга». Но я для молодого не видел. Ну да. Вот это. Когда этот фильм показывали по телевизору, да. он еще родители у него только познакомились. Вот если вы Не получится. Мне сюда кусок еще не хватает. А вот надо рассчитывать все. Да Это рассчитывать. глина, это вам не бумага, добавили и все. Да, видишь, по композиции не то. Да. слуховой аппарат ЦРУ. О, да. Единственное, смотрите, ребята, вот в керамике, как и в скульптуре, да, такой маленький урок. В керамике и скульптуре композиция должна отличаться от рисунка живописи, чем в керамике и в скульптуре в рельефе делается чуть-чуть крупнее, чем вот в живописи. Потому что в живописи, в рисунке мы пространство даем. Да. Здесь минимальное пространство. Я знаю, должно что быть. Леонардо... Нет. Это, вот смотрите, возьмите монеты, ордена, медали. Там минимальное пространство, в основном изображение и шрифтовое поле. Упрощенное, правильно? Не упрощенное. Просто это из-за дефицита драгоценного металла или там еще там что. Делается основное больше, минимально пространство делается. Вот это, если в рельефе вы работаете, вот это учитываете. В рельефе. Да, именно в рельефе. То есть пространство минимум должно быть. Ага. Это особенность скульптуры. Значит, да. сделать просто форму, чтобы явно читалось, допустим, да? А внимание на нее... Основной сюжет, в общем, должен быть самым ярким. Если вы будете делать 50 на 50 пространство и плюс изобразительную часть, то немножко можно так тоже делать, но желательно, вот как То я есть сказал, да, нужен акценты... на изобразительную часть. Хотите место занять? Вот сюда поместить, чуть сместиться, если У нет. художников матрица сейчас задымится. На глине рисовать пришлось. Айдер? Айдера понесло. Точно понесло, кажется, что-то. Минуточку внимания. Нарим Аптем, один вопрос. У вас будет углубление вниз? Что? Углубляться будете? Ну, Да. Хорошо. А тот толстоватый я специально сделал толстую, чтобы можно было Я им забирать. говорю, что... Я поняла, Да. я рада. Тут, по-моему, уже все хорошо, да? Я вот это вот хочу сделать из глины. Это кто изображен? Это мой сосед, я его хочу сделать из глины. Сейчас вот вылепить хочу. Вот такой. Какой прикольный сосед у вас. Да. Скульптура будет? Да, я хочу попробовать. Интересно. Тут главное крупную форму передать. Да. А что там живот сделал, уже готов сосед. Ага.
минимум. Минимум. Потому что они ценят материал, который работают. Они ценят... А вы не можете лепить с фотографии? Зачем вы его срисовываете? Я сейчас изучаю, я сам изучаю. Почувствовал, понял. Да. Я начинаю скульптурой заниматься. Ой, почему? Вот я решил так. С сегодняшнего начну заниматься. Ну, с чего-то же надо начинать. Да, вот с этого я начинаю. Мускулы сделан, бицепс побольше. Ты знаешь, я вот сейчас подумал, что вот эта глина, да, когда ты с ней не знаком, она какой-то смелости требует. Потому что вот так сесть и какую-то импровизацию сразу сходу изобразить, нужно какую-то смелость иметь. То есть, ну, осуждение, там, кто что скажет, что получается. Ну, кто внутри ощущает, у него нет таких вопросов вообще. Он просто кто работал лепит. Уже, да? Нет, вот даже вообще. Приходят, они вообще не парятся, что лепить. Они просто лепят на автомате. И все по-разному, да? Да. Вот это интересный момент. Они вообще даже не задумываются, что лепить. У них не возникает в голове вопрос, что лепить. Они интересно. Вот у меня возник вопрос, значит, я уже все. Уже взрослый. Протух. Да. Из-за этого вопросы у взрослых возникают. А детям пофиг, они садятся. Один в Бахчисарай приходил, паренек. Он лепил на минут 20. У нас там, если урок идет там 2-3 часа, у меня это целый день. А он ровно минут на 20 приходил, жил прямо напротив. И он настолько такой характер лепил этой игрушки, просто изумительный. Я думал, это какой-то гениальный будет керамист. Но вот он перерос, и вот этот талант просто загас. Не может быть такого. Ну, просто он не развивает в этом. Не развился. Может, не развивается. Не его это вот. Не, подожди, это же не обязательно керамика. Это в принципе чувство. Да, талант у него есть, чувство характера. В керамике он ушел. Просто ушел. Ну вот я портреты рисовал. Я когда в институт приходил, кто не умел там рисовать, меня просили. Когда все одну голову рисовали, я две рисовал сразу за период вот этот весь, там какое-то количество. И я одну голову когда нарисую, я ходил в другие аудитории там и просто вот тени, там же цвет, объем специальный цвет наносили, чтобы объем можно было. Да. И я просто тени вот так наносил, и преподаватель и уходил, выходил. Преподаватель приходит, что, Гусенов побывал тут? Это шкодничал, вот он получается? Характер, нет. Ну, помогал этим однокурсникам. У нас же там интерьерщики, графики, мы графики, там можно было заходить к интерьерщикам, рисунок, живопись когда. И учителя сразу понимали, что я заходил, потому что вот этот характер передать, ну, не у всех получается. Многие, когда рисуют, только себя рисуют. Это как закон такой. И вот это интересно, это и для муки такая пойдет, да, тема? В принципе, одинаковый же. Что значит для муки? Ну, когда раскатывают. А вот в этих, где Была не выдержала, за своим этим пришла. Где чебуреки готовят, у них же наподобие таких станков. Я тебе про это и говорю. Да, в принципе же один. Только гладкий вальс. Да, да. А так, принцип, да, один и тот же. Вы куда? Я хочу... Ай, да ладно, Саак Михайловна, Альмага. Не-не, я шучу. Это шутка была, не отвлекайтесь. Вон туда, вон туда. Так пошутили, а вы не участвовали, девушка. Так, вот сюда, аккуратно телефон. Да? Шукетова. Они же думали, что вам 38. Ну да. О, вот исторический момент. Прикинь, один скворец сколько шума создает. Так, вот здесь специально место для этого. Ура! О, вот это... Невероятно. Это очень красиво. Так, талантливые актеры, артисты. Я очень люблю ногу с Да. Говорят, мясо больше нравится. Сами. Будете добры. А вот здесь кнопка для чего? А вот такая тряпочная, где у тебя штука? И это у меня вот вентилятор. Как но он здесь, в этом нет необходимости. Он же этот. Уже горит, короче, по полной, я его только тушу. Что это? Это чистый, свободный от всего. Да, я же при нем заходил. Он ему еще
Какой домой шашлык готов? Тут только все начинается, да, Эмхан? Мы из-за этого не уехали, а вы собрались. Не, все, хватит, для Веры. Проходите вот сюда. Это даже палочка. Нет, я подумала, что люди... Честно или врете? Не, очень вкусно. Мне попался кусок дома. Мягкий. Да, мягкий сюжет. Это просто невероятно. Заинтриговали. Нарималага. Вкусно, да? Классно. Ну, трава. Рустем ага, чай! А я на его... Сейчас я принесу, хорошо сидите. Прям перед носом. Всегда нету, приехал, да. Он был, да? Ну, один месяц любой даже. Ты баклажан приказ занимается, да? Да, баклажаны есть. Но это все равно, что, знаете, вот бывает, Рамазан, помнишь, ты говорил про это китайские холсты, плохие краски, как сопля вот туда это самое не идет, да, вот это самое вот. Вот помнишь, вот ведь что-то такое. Консистенция не та, да? Да. Не переследуй на свет все. Спасибо. Теперь надо вас снимать, да, вас снимать надо. Реально надо.